Александр Сергеевич, здравствуйте. Благодарю вас, что вы нашли время ответить на наши вопросы. И вот первый вопрос. Какими конкурентными преимуществами, на ваш взгляд, обладает Аймеконский район перед другими районами нашей республики? И какие приоритетные задачи вы ставите перед районом? Мы, конечно же, понимаем, что Аймеконский район – это центр золотодобычи, исторически сформировавшийся здесь. И до недавнего времени Аймеконский район был вообще лидером по золотодобыче в республике. Здесь добывалось свыше 10 тонн золота. К сожалению, последние годы из-за истощения рассыпных месторождений мы видим снижение добычи где-то до 6 с небольшим тонн золота. При этом мы понимаем, что сегодня уже начинают вводиться в строй уже рудные месторождения, которые, конечно же, дадут существенный рост добычи золота. И надеюсь, что в скором времени Аймеконский район себе уже вернет былую славу как бы центра золотодобычи всей нашей республики. Я считаю, что именно в части добычи полезных ископаемых, в части горнорудной промышленности у района есть очень хорошие перспективы. Сегодня сюда пришли крупнейшие компании, которые принесли с собой новые технологии, новые компетенции. И уверен, что это послужит на пользу не только района, но и всей экономики нашей республики. Конечно же, задача еще стоит развивать и другие направления, в частности, например, туризм. Аймеконский район – это на самом деле известнейший бренд, центр полюса холода. Так? И, конечно же, я уверен, что пришло время вот этот бренд полюса холода, нам уже выводить на мировой рынок, даже не на российский. Конечно, для этого должна быть соответствующая инфраструктура в наших, в том числе, сельских поселениях. И это очень серьезная задача, которую государство может решить только при поддержке бизнеса. И традиционные наши вот как раз отрасли здесь – это сельское хозяйство, уникальное сельское хозяйство, которое как раз существует в самых экстремальных северном полушарии нашей планеты условиях. Здесь есть очень серьезные хорошие достижения, в частности по коневодству, которые нам необходимо поддержать и дальше развивать, в том числе и при помощи вот наших промышленных предприятий. Как будет решаться вопрос повышения качества питьевой воды в поселке Уснера и в других населенных пунктах района? И будет ли проведена реконструкция водозаборной станции и каботажной галереи в поселке Уснера? В поселке Уснера достаточно много вопросов, связанных именно вообще не только вот с теми вопросами, о которых вы сказали, но вообще с работой жилищно-коммунального хозяйства. Мы все помним прошлую зиму, когда на всю страну было известно о той коммунальной аварии, которая здесь случилась, когда 42 септика было заморожено и были предприняты очень героические усилия, скажем так, для того, чтобы каким-то образом не допустить здесь экологической катастрофы. Это, конечно, недопустимо. Я уверен, что здесь в первую очередь и власти и района, и власти поселка должны очень серьезно работать с теплоэнергосервисом для того, чтобы в будущем таких вещей не повторялось. А во-вторых, все-таки, чтобы был составлен конкретный, серьезный план по реконструкции и сетей, и водозабора. И этот план был реализован при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики нашей республики. Уверен, что в ближайшие годы жители Уснера все почувствуют улучшение именно, вот еще раз говорю, и в качестве питьевой воды, и вообще в целом в состоянии жилищно-коммунального хозяйства. И такая же работа, конечно, должна проводиться и в других поселках Аймеконского района. Когда будет проведен ремонт федеральной трассы Колыма, ведь это может дать в том числе толчок для развития туристической отрасли? Реконструкция федеральной дороги Колыма, она сейчас уже идет. Она идет на достаточно большом протяжении, например, вот в районе Мегано-Кангаласского улуса, Чурапчинского улуса. Уже в следующем году здесь работы начнутся и в Аймеконе, в том числе, например, на уже вот непосредственной, скажем так, близости от поселка Уснера. Вообще, по планам, которые сегодня существуют, мы к 2022 году должны получить полностью реконструированную федеральную автодорогу Колыма, что, конечно, как вы правильно отметили, коренным образом изменит транспортную доступность для жителей Аймеконского района, как и с точки зрения попадания, например, в центральные районы Якутии, так и выход на Магадан. Планируется ли проведение оптоволоконной связи в сельские поселения Аймеконского района? Оптоволокно уже сегодня в Аймеконском районе пришло, оно в нескольких населенных пунктах есть. Правда, оно пока еще, скажем так, в тестовом режиме. При этом хочу отметить, что до 2020 года должна идти работа как раз по укладке оптоволокна в землю. Вы помните эти все кадры, когда оптоволокно висело на деревьях, и над этим достаточно было много разных
шуток, мемов различных. Так, вот сейчас работа идет по укладке оптоволокна в грунт, которая будет завершена в 2020 году. И после этого уже начнется работа по проводке оптоволокна дальше уже в населенные пункты. Я считаю, что подавляющее большинство населенных пунктов Омельконского района может быть оптоволокном уже, скажем так, связано со всей всемирной сетью интернет. В 2015 году было начато строительство Тамторской средней школы, и она спустя год должна была быть сдана, но, к сожалению, в 2016 году это сделано не было. Сейчас строительство объекта возобновлено, но есть ли гарантия, что в этот раз школа все-таки будет достроена? Я побывал на строительстве Тамторской школы. К сожалению, хочу сказать, что со стороны и Министерства строительства, и службы государственных заказчиков все-таки, на мой взгляд, утерян был контроль над подрядчиком. И, к сожалению, сегодня я вижу, что на объекте всего лишь порядка 30 работников, которые занимаются отделочными работами по благоустройству территории, монтажу систем отопления. К сожалению, сказать, что объект в этом году будет введен, по моим субъективным ощущениям я не могу. И в случае, если мы будем видеть, что подрядчик не справляется своими задачами, так будем применять уже достаточно жесткие меры штрафные для того, чтобы все-таки объект этот, был окончательно достроен, раз, а во-вторых, чтобы нерадивый подрядчик все-таки был наказан. Потому что так нельзя. Поселок Тамтор, он находится на самом деле в одном из самых суровых условий на нашей планете. Так, и, конечно же, жители давно уже заслужили, чтобы школа у них появилась. Благодарю вас за ответы. Спасибо.